2001 года в поселке Кирюш Шаринского района Чеченской Республики беседа ведется с Мусаем Шарани, жителем селения Улускет Шатойского района Чеченской Республики, являющимся родным дядей задержанного российскими военнослужащими 8 мая 2001 года Мусаева Роберта Малдиновича, 1974 года рождения, учителя Улускета, селения Улускет Шатойского района, до сих пор местонахождение которого неизвестно. Беседу ведет Шарани. Прошу. Я Мусаев Шарани Мусалганович, 34 года рождения. Проживаю в селе Улускет Шатойского района Чеченской Республики. Являюсь родным дядей, задержанного родственниками российскими военнослужащими 8 мая 2001 года Мусаева Роберта Малдиновича, 1974 года рождения, проживающего в селе Улускет, работавший учителем в средней школе этого же района, Шатойского района. Роберт был задержан российским военнослужащим из выездной бригады 34-й воинской части, дислоцирующей Дачу-Борзой Грозненского района, и доставлен отделению милиции поселкового совета Чирюрт Шаринского района. Примерно 18 часов вечера 8 мая 2001 года. Военнослужащие были на БТР и БМП бортовыми номерами Б-503 и Б-512. У Роберта военными была изъята его личная автомашина ВАЗ 213 Нива 2000 года выпуска, госномер М195 МА-95 РУС, темно-синего цвета Марена, которая ими поставлена под охрану на территории отделения милиции поселкового Чирюрт. 9 мая 2001 года рано утром мы, родственники Роберта, приехали в отделение милиции, поселок Чирюрт. Здесь один работник милиции, русский, заявил нам, что Роберта увезли в неизвестном направлении. Те же самые военнослужащие Российской Федерации, которые задержали его. Это подтвердили и наши односельчане, и глава администрации нашего села, сказав, что увезли на тех же БТР и БМП бортовыми номерами Б-503 и Б-512. Я выехал в комендатуру в отделение милиции Шатойского района. Там Роберт не значился. Потом я обратился в 34-ю воинскую часть, расположенную в селе Дачу-Борзой. Командир части, полковник, фамилии не знаю, сказал, что они здесь не не содержат задержанных. Потом со мной беседовал офицер из особого отдела этой части и опять ничего не сказав. 16 мая
2001 после неоднократного нашего требования нам отдали находившиеся под охраной отделения милиции поселка Чиры-Юрт задержанную автомашину ВАЗ 21213 Нива Рус, то потом и нет доверенность. Салон автомобиля был подожжен. Обивка, сиденье, панель сгорели. Водительские удостоверения Мусаю Роберта отдали в Шалинском РОВД. На все наши обращения и розыски Роберта в Шалинскую прокуратуру, милицию, Шалинскую прокуратуру, милицию представительно по правам человека президента Российской Федерации получаем отказ в виде того, что не значится среди задержанных. По сей день не можем успокоиться, не знаем, где находится ни в чем, если по им ихним словам на него не будет уголовное дело, отвечает, жив-здоров, говорят. Но не знаем, где он находится, какая его вина, нам неизвестно. Село, все население переживает, дети спрашивают каждый раз, где, что случилось. Но мы не можем ответить детям, родственникам. Все родственники переживают. От переживания умерла его тетя, но и сестра заболела тяжело. Не знаем, вот никак не можем найти следы, в чем его вина. Вот не можем никак установить. Никак не могут нам сказать конкретно, какое его вина, какая его вина, в чем он виноват. И просим мировая общественность помочь нам найти человека. Если он преступник, то сказать, какая его вина. Вот это хотелось бы просить мировой общественности помочь нам от геноцида избавить нас, помочь в этом вопросе нам. Ежедневно задерживают безвинных людей, молодежь. Кто задерживает? Военнослужащими Российской Федерации. Вот. Не можем правду найти. Вот. Убедительно просим от всего населения Чеченской Республики помочь в этом вопросе. Мировая общественность, чтобы нам помогли в этом вопросе. Мусаев Роберт был участником войны. То есть это... Мусаев Роберт не был участником войны. Оружие он в руки не брал. Не брал, никогда с оружием дела не имел. То есть был мирным жителем. Мирным жителем. Учителем. Учителем. Дети его вот прямо переживают за него. Население, я даже будучи дядей, не знал, что он настолько уважаем людьми. Мне просто трудно людям ответить. Прошу, убедительно прошу помочь мировая общественность откликнуться на наши беды. Жители всего села, учителя, дети, все они приезжали сюда? Приезжали. Все, период, да, в отделение милиции. Все население приехало сюда, обратились, но нам конкретно успокойтесь, успокойте женщин. Вот единственные ответы от военнослужащих.
больше никаких ответов. Мы конкретно не можем установить местонахождение этого человека.